В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Без всякого выкупа Ирина Дочи освобождена в результате спецоперации абхазских и российских спецслужб. О научно-методической помощи Абхазии президент принял российских ученых. Самсун в Ачгуаре в Ачимчирском районе вновь начали выращивать табак. Сегодня стало известно, что секретарь политсовета политической партии «Единая Абхазия» Ирина Дочи, похищенная неизвестными лицами 2 июля у подъезда своего дома, освобождена, причем без всякого выкупа. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности Республики Абхазия с российскими партнерами. В настоящее время СГБ проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению заказчиков и исполнителей данного преступления. 17 августа этого года в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности с российскими партнерами была освобождена без выкупа дочь Ирины Руслановна, похищенная неизвестными лицами 2 июля 2016 года в городе Сухум. По имеющейся информации, дочь сейчас находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению заказчиков и исполнителей данного преступления. В интересах следствия имена участников преступления и лиц, возможно, причастных к данному преступлению, пока не разглашаются. Дочь была похищена с целью выкупа. Мероприятия длились около 1,5 месяца с момента ее похищения. Работа проводилась с нами в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, с органами прокуратуры. А на последнем этапе, в силу ряда причин, были задействованы и наши российские коллеги. Благодаря последним мероприятиям, осуществленным позавчера, дочь была освобождена. По вознаграждению я могу сказать, что это был определенный необходимый тактический ход. И в то же время, в случае поступления какой-либо конкретной информации, которая могла бы способствовать ее освобождению, та сумма, которая была озвучена, была бы непременно выплачена информатору. Президент Рауль Хаджимба принял исполняющего обязанности министра образования и науки Адгура Кокоба и делегацию из Северо-Кавказского федерального университета. Речь на встрече шла о проектах, которые министерство планирует осуществить совместно с учеными СКФУ. Подробности у Беллы Кварчия. Глава государства тепло поприветствовал делегацию Северо-Кавказского университета. Гостей представил президенту исполняющий обязанности министра образования и науки Адгур Кокоба. В составе делегации директор юридического института СКФУ Дмитрий Смирнов, замдиректора по научной работе этого же института Максим Трофимов и замдиректора по воспитательной работе вуза Алексей Жуков. Адгур Кокоба рассказал президенту о том, какие совместные проекты будут осуществляться в рамках сотрудничества двух стран в сфере образования. В частности, предполагается, что российские ученые примут участие в разработке закона об образовании и ряда других проектов. Мы планируем обсудить вопрос, связанный с оказанием помощи в подготовке нормативно-правовых документов, что для нас немаловажно, и проведение сотрудниками Северо-Кавказского федерального университета курсов повышения квалификации для педагогических работников. Рауль Хаджимба поблагодарил гостей за сотрудничество и содействие нашей стране в сфере образования. Президент подчеркнул, что у нашей страны давние связи с Северо-Кавказским федеральным университетом и что в Абхазии всегда уважительно относились к русскому языку. Мы абхазы, у нас государственным языком является абхазский язык, и мы очень хотим, чтобы наш язык развивался и сохранился, но и наряду с этим государственным языком мы пользуемся русским языком, и даже в общении между собой. Глава делегации ученых из России Дмитрий Смирнов отметил, что это уже не первый визит представителя СКФУ в Абхазию. Он охарактеризовал отношения с абхазскими коллегами как плодотворные. Поскольку я представляю коллектив Северо-Кавказского федерального университета, скажу откровенно, наш ректор Алина Факоевна-Левицкая настроена очень категорично на то, чтобы помочь в научно-методическом и в другом вообще сопровождении всех мероприятий, которые у нас в соответствии с нашим планом должны быть реализованы. Думаю, что все коллеги, которые у нас будут участвовать в этом проекте, достаточно серьезно отнесутся к своим задачам. В
Все проекты, которые Минобразования и науки планирует провести совместно с российскими учеными, осуществляются в рамках межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Балакварчи, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В селе Ачгуара Чемчирского района начали выращивать почти забытую в Абхазии культуру – табак. Индивидуальный предприниматель Дауд Мулахасанаглы нашел инвестора, взял в аренду 10 гектаров земли и посадил известный сорт табака «Самсун». Сам Дауд живет в поселке Мачара Гулрипского района, но табак решил выращивать именно в Восточной Абхазии, чтобы помочь в развитии сельского хозяйства и создать рабочие места. Поначалу на предприятии работали около 40 человек, сейчас здесь трудится чуть больше 10, но у предпринимателя большие планы по расширению производства и строительству табачной фабрики в Ачамчире, чтобы выпускать готовую продукцию. Кроме того, Дауд Мулахасанаглы намерен выдавать рассаду крестьянам, а затем покупать у них продукцию по 250 рублей за килограмм. Какую-то часть продукции табаководы планируют экспортировать. Благо, табак высокого качества. Самсун 117 самый лучший сорт пока считается. Вот не знаю, что может селекция дальше выведет, но в настоящее время это самый лучший сорт считается. По крепости и по составу смолы. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Анзор Гов совершил инспекционную поездку по медучреждениям и курортным объектам Гудауты, Гагры и Пицунды. Целью инспекции стала проверка оснащения медоборудованием, обеспечения лекарственными препаратами больниц Гудаутского и Гагрского районов. Кроме того, инспектировалось и санитарно-эпидемиологическое состояние здравниц в Западной Абхазии в период завершения курортного сезона. По итогам поездки, говоря о положении в целом, Анзор Гов отмечает, что работа идет в штатном режиме и оценивается как удовлетворительная, сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии. Учащиеся Гагрской средней школы номер 1 начнут учебный год в отремонтированных классах школы искусств. Здание Абхазской первой школы находится в аварийном состоянии. Его решено снести и построить заново. Сария Смыр продолжит тему. В Гагрско-Абхазской школе номер 1 учатся 400 детей, но здание школы находится в аварийном состоянии. Капитальный ремонт здесь ни разу не производился. В прошлом году местными властями было принято решение снести фундамент здания и отстраивать школу заново. Строительство начнется в будущем году в рамках инвестпрограммы. Специалисты полагают, что на это уйдет около 2 лет, а пока учащихся решено перевести в Гагрскую школу искусств. Мы ведем работу по ремонту школы искусств, куда будет переведена Гагрская абхазская школа в связи с аварийным состоянием здания. Я думаю, что где-то к 20 августа мы успеем ее закончить, чтобы 1 сентября уже наши школьники могли пойти в отремонтированные нормальные классы. В самой школе искусств сегодня обучаются чуть более 300 детей. Ремонт внутри здания начали еще в прошлом году. Часть кабинетов на 1 и 3 этажах были полностью отремонтированы. Заменены электропроводка, полы, окна, двери, покрашены стены. Все это было сделано на средства благотворительного фонда Хиблы Герзмава. На ремонт остальной части здания было затрачено чуть более 12 миллионов рублей из районного бюджета. Объект будет сдан в эксплуатацию уже через неделю. Сейчас в классах, которые уже отремонтированы, идет генеральная уборка. Совсем скоро здесь уже будут стоять школьные парты. И 1 сентября дети начнут занятия в светлых и чистых помещениях. Необходимо отметить, что учащиеся первой школы и школы искусств не будут мешать друг другу, так как занятия в школе искусств предусмотрены во второй половине дня. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В республике впервые пройдет фестиваль абхазской национальной одежды. Он состоится 20 августа в Гагре. В мероприятии примут участие танцевальные коллективы со всех городов Абхазии, а также все желающие. Участники фестиваля в национальной одежде пройдут по всему городу. В завершение вечера состоится праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Организаторы фестиваля, это Гагрская районная администрация, надеются, что в будущем он станет традиционным. Все те гости, жители города и гостей мы пригласили и со столицы, с других районов с просьбой быть в абхазской национальной форме для его пропаганды. Значит, они пройдут по парку Ольденбургского, по парку Комсомольскому, пройдут по городу, где гостиница Абхазия. Ну, по всем частям города мы разделили этих людей
наши работники будут их сопровождать, они будут ходить, гулять, давать местами кое-где концерты, разговаривать с людьми, пропагандировать, с молодежью встречаться, пропагандировать свою форму, пропагандировать абхазскую культуру, язык и так далее. Вот что мы хотим. И вечером мы хотим таким небольшим гала-концертом закончить. Гала-концерт будет участвовать и сухумские наши коллективы, известные, и наши ягерские. Где-то продолжится около часа. Мы пригласили руководство государства, своих коллег я пригласил. Вот в таком виде, в таком разрезе мы хотим провести, для того, чтобы люди увидели красоту национальной одежды. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «Канифа-2016», посвященной прошедшему в Абхазии чемпионату мира по футболу по версии «Канифа». Памятная монета «Канифа-2016» выполнена из серебра 925-й пробы. Диаметр монеты 39 мм, вес 34 грамма. Номинал 10 апсаров. Тираж 1000 штук. Аверс. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. Под ним надпись на абхазском языке «Апсна-Абанк». Над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты – 10 апсаров. В нижней части монеты обозначен год чеканки – 2016. Реверс. В центральной части расположено рельефное изображение официального логотипа чемпионата мира по футболу по версии «Канифа», выполненное в цвете методом тампопечати. Реализация памятных монет Банка Абхазии юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.